Добрый день, это передача «Акцент». У нас сегодня в гостях директор Республиканского информационного аналитического центра мониторинга условий труда Георгий Алексеевич Тарабукин. Здравствуйте. Здравствуйте. Георгий Алексеевич Тарабукин 21 октября 2015 года является директором Республиканского информационно-аналитического центра мониторинга условий труда исследовательской лаборатории экспертизы условий труда. Родился 29 октября 1956 года в селе Майя Мегино-Кангаласского улуса. Окончил Якутский сельскохозяйственный институт в 1991 году и Дальневосточную академию государственных служб по специальности государственное и муниципальное управление в 2003 году. Георгий Алексеевич, расскажите, пожалуйста, вот в связи с объявлением Года занятости населения в республике о своей организации. Наше учреждение, можно сказать, новое вообще, да? Мы созданы распоряжением правительства от 14 октября 2015 года. Ну вот, считайте, всего 2,5 годика мы начинаем работать. Наша организация занимается именно вопросами по охране труда. Так, и основным направлением деятельности у нас является проведение измерений факторов производственной среды и трудового процесса на рабочих местах в организациях, так, и осуществление мониторинга, анализа условий труда по республике Саха-Якутия. Мы имеем в своем составе лабораторию соответствующую, в котором закупили 49 современных, входящих в госреестр средств измерений. Так, самые современные и мобильные они, да, то есть эксперт берет чемоданчик и идет в любой уголок нашей республики, поедет и там может проводить измерение факторов производственной среды. Эксперты у нас обученные. Так, да, мы в Клинском институте охраны труда. 3 эксперта у нас аттестованы в качестве экспертов в Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации. По мониторингу есть такое понятие информация. Вооружен, владеешь информацией, значит вооружен. Да? И мы ведем полностью мониторинг состояние основных факторов, будем говорить, охраны труда в республике, и на основе этого готовим доклады, информации, отчеты, готовим статьи и выводим на широкую публику, будем говорить, и по результатам которых разрабатываем даже проекты нормативных актов, чтобы изменения внести и так далее, да. И, конечно, самое главное – это разработка мероприятий по улучшению условий охраны труда в Республике Саха-Якутия. А что касается экспертизы условий труда, как она производится? Проводится в целях оценки качества проведения специальной оценки условий труда. Это первое, да? Второе – это по оценке правильности предоставления работникам гарантии и компенсации за работу во вредных и опасных условиях труда. И третье – это проводится оценка фактического состояния условий труда на рабочих местах. Вот в этих 3 направлениях, да, проводится. У нас экспертиза проводится на основе статьи 216.1 Трудового кодекса Российской Федерации и проводится по заявительному характеру, то есть могут обратиться и работодатели, могут обратиться и работники, органы исполнительной власти, инспекции, да, государственные органы, профсоюзы. И проводят в республике у нас, занимаются этим Министерство труда и социального развития республики. И в этом плане, именно наше участие в этом, да, в рамках проведения качества специальной оценки условий труда, нашей лабораторией могут проводиться контрольные измерения, исследования факторов производственной среды. В этом направлении основная наша деятельность находится в этом аспекте. Еще одной функцией у вас является производственный контроль. Да, так как мы имеем обширную такую базу свою, да, средств измерения,
то мы не просто сидим, будем ждать, когда вот эти вот экспертизы будет там и прочее, да, мы готовы помочь всем организациям в проведении производственного контроля. Это производственный контроль, это обязанность работодателя проводить производственный контроль. Она урегулирована, будем говорить, установлена федеральным законом о санитарном благополучии населения и заключается в контроле соблюдения санитарных правил, гигиенических нормативов, ну и проведении вообще санитарно-эпидемиологических мероприятий. Да, и именно наше направление, по нашей аккредитации мы можем проводить в производственных помещениях и на рабочих местах. Вот в этом плане. Как я уже сказал, мы достаточно хорошо оснащены, и мы можем сейчас проводить в соответствии со своей аккредитацией, которую мы прошли в Федеральной службе аккредитации, по 60 методикам, можем измерять более 170 факторов. Ну, показателей, будем говорить, да. И мы надеемся, что к нам обратятся, с нами будут сотрудничать, и мы будем рады помочь всем организациям в проведении вот производственного контроля. То есть для этого им нужно обратиться к вам? Да, для этого им нужно обратиться к нам. Мы находимся на Федора Попова, 14/6. Телефоны у нас 21 19 90, 21 50 04. Кроме вот этих исследований и тому прочего, мы можем еще помочь в консультировании и проведении аудита вообще по охране труда организации. Какие ближайшие планы у вас? Мы в декабре только вот свою аккредитацию прошли, да. Очень трудно шла вот эта работа, потому что она очень сложная. Так, все приборы должны быть поверены в сроку и так далее, должны быть в наличии, все специалисты должны быть подкованы, все документации должна быть сделана. И мы вот только начинаем, и, конечно, план нашей работы побольше кому-то помочь работать. Так, потом самые ближайшие планы у нас вот традиционно в апреле месяце проводится семинар по органам исполнительной власти, специалистам по исполнению их отдельных полномочий по охране труда. Да? И вот в апреле месяце с 1 по 30 будет традиционно проводиться месячник по охране труда, приуроченный к 28 апреля по Всемирному дню охраны труда. Сейчас самое главное у нас, да, выйти, проводить именно пропаганду, информирование еще больше и с охватом вот средств массовой информации побольше. Так, как я уже сказал, информирован, вооружен, получается, да, предупрежден, значит, знаешь, что тебе делать, в каком направлении, чтобы у тебя на производстве никто не пострадал, чтобы у тебя работники были живы, здоровы. Вот в этом плане работа у нас есть. Хорошо. Юрий Алексеевич, спасибо вам за ваши ответы. Это была передача «Акцент». До свидания.